Расширенное совещание Верховного суда Республики Ингушетия началось с минуты молчания в памяти о председателе Верховного суда Российской Федерации Вячеслава Лебедева, который ушел из жизни 23 февраля текущего года после продолжительной болезни. Присядьте, пожалуйста. По итогам 2023 года в суды общей юрисдикции Ингушетии поступило 65 815 судебных дел и материалов. Всего судами общей юрисдикции республики в прошлом году рассмотрено 63 983 дела и материала. По словам докладчика, абсолютное большинство судебных дел, это 93%, рассмотрено в установленные законом сроки. Что же касается уголовных дел, то в 2023 году судами республики окончено 1014 дел в отношении 1015 лиц. Из 858 осужденных штраф как основной вид наказания назначен 110 лицам, что составило 12,8%. Обязательной работы 199 лицам или 23,2%. Исправительной работы 12 лицам или 1,4%. Ограничение свободы как основной вид наказания 41 лицу или 4,8%. Докладчик привел статистику по каждому направлению, а также отметил, что в последние годы возросла востребованность электронных ресурсов судебной системы. К примеру, через раздел «Обращения граждан» в электронном виде на официальные сайты судов республики поступило 425 обращений. Далее перед собравшимися выступил глава Ингушетии. Махмуд Али Калиматов отметил, что мировые судьи часто не рассматривают дела в установленные законом сроки, в связи с чем истекает срок исковой давности. У нас есть сотни, тысячи наложенных штрафов органам внутренних дел, имеется в виду по одним или другим, там, особенно ГАИ. Мне интересно, просто хотел бы знать, сколько же прекращаются мировыми судьями дел, которые за давностью прекращаются. Я не обвиняю, не дай бог, но я хотел бы прозрачности этого. Потому что убежден, что есть такая у нас забава, сроки давности есть, они же истекают, год, у кого какой-то. Вот, и по другим делам. Все это видно. Меня это огорчает, как руководитель региона. И я не остановлюсь на этом. Я буду планомерно вмешиваться с законным основанием в деятельность тех или иных структур. Также на совещании посредством видеоконференц-связи выступил заместитель председателя Третьего апелляционного суда общей юрисдикции Сергей Горобец. Правосудие отправляется в республике на должном уровне, и даже с учетом выступления главы республики Махмуда Али Шариповича, который высказал определенную озабоченность, боль, некоторые критические замечания, они понятны вполне и уместны, и более того, лично мое мнение, то, что это носит такой неформальный характер, знаете, открытый общение на нашем совещании, это только приветствуется. Но тем не менее, даже с учетом этих замечаний, правосудие отправляется в республике на должном уровне, и такое же мнение руководства апелляционного суда. По завершению расширенного заседания гости удалились, а судьи общей юрисдикции провели уже семинар-совещание, где более подробно обсудили итоги работы судебной коллегии по уголовным и гражданским делам Верховного суда Ингушетии. Зарима Ивлоева, Сулейман Костоев, Магаз 24.